Час мужества пробил на наших часах. Взволнованная учительница, грустные дети. Так начинается ролик, собравший под 100 000 просмотров на Ютубе. Место действия заявлено как Донбасс. Войска фашистской хунты напали на нашу молодую страну. Они хотели силой заставить нас забыть русский язык. Дальше в 5-минутном видео и поля, и березы, и мужественные на вид люди в камуфляже. Но именно первая часть ролика ярче всего свидетельствует, что это вовсе не документальная съемка. Внимательные блогеры узнали в учительнице некую Кристину Селиваненко, указанную в титрах как второй режиссер. Нашли ее страницу ВКонтакте. Оказалось, женщина и не скрывает, что ролик постановка, а она никакая не учительница. Мол, что такого, дело-то правое. Кроме того, оказалось, что и декорации на видео фальшивка. Снимали пропаганду в школе номер 10 города Арзамас. Это не Донбасс, а Нижегородская область России. Скандальный ролик выпустили еще в начале войны, в 2014-м. С тех пор мастерства у фейкометов прибавилось. Некоторые из их произведений даже добираются до федеральных каналов. Как, например, история о том, что националисты из украинского батальона «Азов» принимают в свои ряды игиловцев. Полк «Азов» пополнили боевики исламского государства. Доказательства приводят хакеры Киберберкута. Они взломали смартфон одного из бойцов «Азова». Доказательства, будто бы найденные в телефоне, это несколько роликов и фотографий, снятых где-то в промзоне. В отличие от ролика с учительницей, все это действительно снято на Донбассе. Но, как выяснила русская редакция BBC, на территории, подконтрольной не украинским войскам, а боевикам. Руины – это бывший культурный центр «Изоляция», расположившийся в Донецкой промзоне. До войны место модных тусовок засветилось на многих фото и видео. Совпадают не только детали пейзажа за остатками окон, но и мебель, вернее то, что от нее осталось.